хочу сказать искренне сердечное спасибо, Леонид Ананьевич, и вашим всем присутствующим товарищам большое спасибо за то, что вы нас пригласили. Пригласили, несмотря на свою и занятость, и некоторые состояния своего здоровья. Ничего, это все проходящее. Мы очень трогательно относимся к вам. Мы вас очень уважаем, мы вас очень ценим. Вы долгое время и сейчас, находясь на всех ответственных постах, где бы вы ни работали, я изучил вашу автобиографию, вы проявили исключительно работоспособность, трудолюбие и человеческую порядочность. Хочу вам сегодня сказать, самая высокая должность в жизни любого человека – это человеческая порядочность. Выше этой должности на свете в жизни нет. Должности они приходят, и должности они уходят. Но человеческая порядочность, независимо, ты в настоящее время на этой большой должности работаешь или нет, она остается. И даже сейчас вы проводите огромную работу. Нам помогаете. Я помню, как приезжала делегация Марийской республики к нам в Ассамблею народов Чувашской республики, Дом дружбы народов. Мы подписали договор о сотрудничестве. Мы хотели бы сегодня подписать с вами договор о сотрудничестве между Ассамблеей Чувашской республики и между ветеранским движением «Мариэл». Чтобы это был такой документ зафиксирован, чтобы мы с вами по пунктам, как его потом смотрели, что мы сделали или что не успели сделать, для того, чтобы наверстать упущенное в наших делах, идти и показывать пример всем, кто с нами хочет вместе идти. На долгие годы и прочную дружбу. На долгие годы и прочную дружбу. В рамках этого договора сняли кинофильм «Доктор Басом». Как называется? «Движение Мариэл». «Движение Мариэл». Какое название? Мы с вами официально первыми смотрели этот фильм. Да, вместе презентация была. Была презентация. Да. Мариэлден Чуваш республикла коклаште келшымаш кылым пенгдемдаш эшей камалли. Чуваш мландын шотчыж Виктор Чугаров Мариэлнан нерген каласкалыше движение в Мариэл люман фильмом возен. Движение серийден элекшетиде латикымше фильмже. Мы снимали фильм «Движение в Чебоксарах». То есть «Движение в Мариэл» – это есть фильм продолжение «Движения в Чебоксарах». Я там тоже принимал участие. И основоположники этого фильма, кинорежиссер и журналисты обратились ко мне: давайте мы снимем фильм и в Республике Мариэл. Я этой идеей загорелся, поэтому поддерживал их. И вот почти 3 года вместе с ними занимался подготовкой этого фильма. При присутствии многих добрых людей города Йошкар-Ола, как принимали, как выступали, как оценивали этот фильм. Там показана именно великая сила дружбы между народами и, конечно же, между Марийской и Чувашской республикой. Мы были в рамках этого договора о сотрудничестве на мероприятии в городе Космодемьянск. И там нас удивил ваш земляк Арсений Яйцов. И он, откровенно говоря, как он выступает, как играет на гармошке. После его выступления даже человек очень плохим настроением, он окрыляется, он становится совершенно другим. И много других добрых дел с вами. У нас много таких, да, как и в Чувашии. Да. Лев Пантелеймонович, во-первых, спасибо, что вы приехали на нашу землю Марийскую. Мы с вами сегодня находимся в селе Кокшайск. Это старинный центр. Это зона сегодня, в общем-то, и отдыха ишкаролинцев. Конечно, мы часто говорим о том, как мы с вами сотрудничаем, нашим коллегам, друзьям, проводим заседания и президиумов, и ветеранской организации профессионального образования. Я еще являюсь и председателем бюро, и членом бюро ветеранской организации республики, ветеранов вооруженных сил и органов правопорядка. Мы обязательно перед тем, как поехать сюда, встречались, разговаривали и договорились так, что наши встречи обязательно должны продолжаться и дальше.
Вот. Я думаю, что у нас впереди столетие Республики Мариэл, 80-летие празднования профессионального образования. Мы будем проводить часть мероприятий, обязательно пригласим соседней Чувашии, вас, вот, ветеранскую организацию, вас как председатель Ассамблеи народов Чувашии, Спасибо. ваших товарищей, которые сегодня вместе с вами, доктора Басама, поскольку он очень активен и часто сотрудничает с нашей ветеранской организацией, приезжает к нам. Ну, мы считаем, что это уже почти как член нашей большой семьи. Мы очень рады вот вас видеть, честное слово. Вот такой маленький уголок у нас. Это огород-сад, так называемый, сегодняшний, где в Кокшайске я живу. Это место встречи добрых, Да, место встречи добрых людей, да, добрых да. людей. Ага. Вы правильно сказали в отношении того, что у человека, прежде всего, каким бы он ни был и кто бы он ни был, это его порядочность. Я с вами на 100% согласен. Прожили мы период и при советской власти, Спасибо. в Советском Союзе. Хорошо его знаем, что это было, как это было. Ценим этот период той Конечно, работы. Работали, конечно. отдаваясь, в общем-то, все самих себя, не жалея, не щадя своего Полностью без здоровья, остатка. да, полностью и без остатка. Ну и сегодня, и в переходные годы, и сегодня мы по-прежнему стараемся помочь нашему и обществу, и быть полезным этому обществу. И вот мои коллеги, это Геннадий Михайлович Мустаев, это старый наш друг, товарищ, он очень Мы его дружит знаем. с Чувашией. Сегодня это председатель ветеранской организации войны, труда, вооруженных сил города Йошкар-Олы, председатель ветеранской организации. Он очень много делает для того, чтобы жизнь ветеранов города была интересной. Очень много мероприятий проводится. Вот я попросил его сегодня принять участие. Он с удовольствием изъявил желание. За короткий срок мы встречаемся с вами второй раз. Первый раз мы смотрели очень так внимательно фильм «Движение в Республике Мариэл». Это было бы здорово, потому что на самом деле все почти ветеранские организации города смогли посмотреть и административные органы. Народ сказал спасибо, отголосок идет очень хороший. Сегодня вы второй раз. Это очень приятно. А до этого мы поработали, очень, надо сказать, неплохо с Чувашской республикой. Мы даже проводили совместные коллеги Министерства образования Чувашской республики и Республика Мариэл. И самое интересное получилось, Леопольд Телемонович, вы нас поддержали по подготовке медработников через лечебное дело, через университет. И своих самых одаренных ребятишек направляли к вам в университет. И сегодня мы видим результат труда, потому что те, которые закончили Чувашский университет, они очень неплохо работают и в поселках, и в деревнях, и в стационарах, и в столице нашей республики. Вместе будем трудиться, чтобы оба народа, и проживающие на территории Республики Чувашия и Республика Мариэл, конечно, только могли выиграть от таких, надо сказать, добрых, хороших встреч. Спасибо, что приехали. Спасибо. Спасибо за очень Вам спасибо большое. добрые слова. Да, настоящий ракетчик по Республики жизни, Мариэл. да, всю жизнь посвятил ракетным войскам стратегического назначения. Мы гордимся И вами. сегодня занимается, воспитывает тех новобранцев и офицеров, которые служат в ракетной дивизии города Йошкар-Олы. Военным мы уделяли большое внимание, и мы военных любили и любим. Они берут на себя ответственность, порой и отдают свою жизнь за то, чтобы была справедливость, чтобы интересы российского государства были защищены. В этом отношении перед вами мы преклоняемся. Независимо от того, что офицеры, рядовой солдат, они все по существу являются героями. Разрешите вам предоставить слово и послушать. Большое спасибо, Лев Пантелеймонович. Мне очень было приятно слушать такие слова в адрес военного, особенно в адрес военно-патриотического воспитания. И самое главное, патриотическое, не обязательно военного воспитания, Да. потому как это очень важно, и ветеранская организация, которую я и возглавляю в республике, это один из основных вопросов именно патриотического воспитания молодежи. Меня сегодня, конечно, поразили ваши слова по поводу, но я их полностью поддерживаю, Ильич подтвердил, то, что, если переначить, что не должность украшает человека, а человек украшает должность. Да. Эти слова, это очень важно, потому что я здесь считаю, что собрались именно люди, которые разделяют эти мысли. Марийский народ очень тесно связан с чувашским народом. Даже когда я возглавлял в течение почти 10 лет организацию под названием ДСАФ, и мы вот с моим коллегой у вас в республике Сергей Николаевич Матвеев возглавляет, ездили по республикам. Вот
в республике были в Удмуртии, и там мы с ним даже поспорили, кому принадлежит песня «Кай-Кай Иван-Ван». «Кай-Кай «Выйди, выйди за Ивана». Я говорю, это марийская песня, это чувашская песня. А это общие песни. То есть, хотя марийцы это финно-угорский народ, а чуваш это тюркский народ, но и языки, и культура так между собой перемешали, что мы единый народ. Мы будем работать на благо своей родины, на благо стране. Это было, есть, и без этого мы не можем просто. Место, где вот мы с вами находимся, очень красивое место. В составе делегации Владимир Александрович, Васильев, доктор культурологии, профессор. Мы с ним очень долго, очень дружно работали в Чувашском государственном университете. Сегодня, я прям скажу, событие действительно историческое. Почему? Во-первых, это происходит на исторической земле, историческом месте. Это исконная точка, откуда пошло, Марий примерно, да? По крайней мере, это первая столица, первый город Марии, Кокшайск. И, конечно, то, что... 1574 год основания Кокшайска. Год, да. Кокшайск назван по имени легенды, мифа, легендарного героя Кокша. Это, наверное, тоже объединяет. Почему? Потому что вот те же... Я прочитал о нем, о этом легендарном герое. И вот те, что сегодня стоят, они как раз последователи этого легендарного Кокши. И каждый, кто здесь стоит, это биография каждого из нас, кто здесь стоит, это фактически биография нашей страны. И, конечно, я принял с большим удовольствием приглашение Льва Пантелеймоновича войти в состав делегации Ассамблеи народов Чувашии и быть вместе с ним сегодня и с доктором Басамом здесь у вас. Я думаю, что вот благодаря Льву Пантелеймоновичу очередной приезд делегации Ассамблеи народов Чувашии – это развитие наших отношений. Это фактически народная дипломатия, мягкая дипломатия, о которой говорит и наш президент Российской Федерации. Вот. И думаю, что мы вас будем встречать радушно в Доме дружбы народов нашей республики. Мы вас ждем. Спасибо. Председатель ассамблеи сделал такой уклон, чтобы доктор Басам говорил, как его в конце, для того, чтобы мог немного... Но он великий оратор. Оратор, да. Он может везде говорить, и в конце, и в начале, в конце, наоборот, хорошо. В конце, наоборот, хорошо, потому что можно было ему обобщить, как настоящему мыслящему человеку. Спасибо, уважаемый Лев Пантелеймонович. Я очень рад сегодня, что нахожусь у своего, скажем, брата Леонида Анановича Иранина. На днях будет 14 лет, как мы познакомились 12 сентября 2006 году, когда я приехал в составе делегации чрезвычайного полномочного посла государства Палестина в Российской Федерации, сопровождал в Марийскую республику. Потом с Кислицыным встречался, он принимал меня, и потом я его приглашал в Москву. Он подписал договор, первый протокол в истории подписан между Палестиной и Марийской республикой, подписал Кислицын. Он подписал его в посольство о сотрудничестве с Палестиной. Исторический факт. Да. Все это было только шаги. А когда 12 сентября мы встречались с Леонидом Анановичем, он нас ждал. Очень достойная была встреча с послом. Конечно, чувствовалось, что Леонид Ананович очень как-то по-простому, по своей душевной щедрости, организованной способности, все это делал,
что оставил очень-очень сильное впечатление о нас. Даже такой тонкий вещь. Он изучал, какие обычаи, традиции у палестинцев, у арабов. И когда стол обеденный был, он на меня очень стеснительно сказал, вот сзади у нас, за спиной, там есть все напитки, алкоголь, там ваши, как если пьют, спросите у них. Я спросил, сказали, мы не пьем. То есть он на стол не поставил, потому что он знает, что у мусульманов настоящие есть, которые неприемлемы для них на стол алкоголь. Я очень рад, что отец чувашского народа, его как народ называют, духовный отец чувашского народа, когда узнал, что вы немножко приболели, он говорит, это так дело не пойдет, мы должны все поехать к нашему другу, вот проявить, показать, вот, на что основывается наша дружба, уважение к нему, любви наша, что мы с ним солидарны, что мы хотим, чтобы он быстрее поправился и присоединился к нашей общественной работе. Все уже поправляют. Все. Сразу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Очень хорошая такая, очень трогательная встреча по существу. Мы приехали к вам, Леонид Анатольевич, именно действительно мы хотели интересоваться, как вы чувствуете, но судя по внешнему виду, симпатичный такой, все хорошо, все прекрасно. Мустаев Геннадий Михайлович. Здесь он. Здесь он. Здесь. Вручается почетная грамота Ассамблеи народов Чувашской Республики за большой личный вклад в укрепление межнациональных отношений, дружбы и согласия между народами Чувашской Республики, Республики Марий-Эл. Спасибо. Разрешите от имени Ассамблеи вручить это высшую нашу награду. Спасибо. Я прошу. На память. Спасибо. Спасибо. Александру Константиновичу Поспехову, вы мне очень, откровенно говоря, понравились. Взаимно. Взаимно. Да. От имени нашей ассамблеи прошу. Служу России. Юрий Алексеевич, я думаю, вы... Это бывший руководитель администрации Зотина. Да, Мы ему Зотин. вручим. Вы вручите, пожалуйста. Скажите большое спасибо. Ой, мой заместитель по ветеранской организации профессионального образования. Ага. В конце нашей встречи давайте коллективно снимок сделаем. Сейчас, минуточку, мы продолжим. Мы продолжим. От имени Президиума и Бюро ветеранской организации Республики Марий-Эл за подписью нашего сегодняшнего председателя Михаила Михайловича Крылова почетные грамоты Марийской республиканской организации, Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов награждает Льва Пантелеймоновича Каракова, председателя Ассамблеи народов Чувашии, за активное сотрудничество между народами Марий-Эл и Чувашии. Спасибо. Спасибо. Для нас это очень большая часть. Подождите. Вот давайте вот так. Спасибо. Спасибо. Лев Пантелеймонович, очень маленький награда. презент. Это последний альбом по городу Ишкарла. Ишкарла – город сказка. Тут это самый свежий. Название книги соответствует. Яшкар-Ола, город сказка. Мы, когда были в Яшкар-Оле, посмотрели во время посещения, удивились, насколько город изменился в лучшую сторону. Здорово, красиво. Спасибо вам. Такой же грамотой ветеранской организации Республики Марий-Эл награждает доктора Бассама. Правда, тут 5 раз я диктовал по телефону, но все равно писали не Бассам, а Бассами. Это с уклоном марийского языка. Бассами Они перевели на марийский язык. С уклоном марийского языка. Спасибо. Уважаемые коллеги, очень приятно вручить Василию Владимиру Александровичу от имени нашей большой организации. Все-таки у нас 36 организаций, более 10,5 тысяч наших ветеранов. И как председателю профсоюзного комитета, потому что у нас когда-то были очень добрые отношения университет, профсоюзный комитет обкома и профсоюзный комитет университета. Так что спасибо за совместную работу. Я думаю, что как раз эта встреча нас будет ориентировать на добрые, хорошие, интересные дела. Спасибо. Вот там наша благодарность. Владимир Александрович, это все о нашей марийской природе. Поскольку вы доктор
культурологии, искусствоведения. Я думаю, это красота природы, она только близка, в общем-то, только можно и к мечтать. культурологии. На Я память о хотел нашей бы- марийской земле. Леонид Иванович, я бы хотел вам подарить свою книгу «Кокель» Алексей Афанасьевич. И вот Лев Пантелеймонович у нас имеет прямые отношения, корни к этому великому роду Кокелей. Но мы много еще вам скажем. Я вам вот эту книгу дарю, Спасибо. и потом я вам подпишу. Хорошо. Уважаемый Виктор Александрович, от имени нашей большой ветеранской организации города, вам тоже самая благодарность. И благодарим за большую проведенную работу по движению Республики Марий-Эл за фильм. По-новому посмотрели на свою нашу республику. С хорошим комментарием, с хорошим пейзажем. Хорошее, понимаете, который поднимает настроение абсолютно всем, кто смотрит этот фильм. Понимаете? И прошедшие, сегодняшнее и будущее. Понимаете, нам очень приятно сегодня вот вам вручить, Виктор Александрович, и сказать огромное спасибо за работу и вам новых творческих успехов. А эта книга... Это великая река России на рубеже 19-20 веков. Как раз то, что вы снимаете, как кинорежиссер. От Нижнего Новгорода до Казани. Вот. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо. Благодарю. Спасибо, дорогой. У меня для вас тоже есть. Спасибо. Про фильм, который вы говорили, вышел на диск. О, Так, и каждому сейчас из вас его подарю. спасибо. 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 Виктор, спасибо. Ну, красиво. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо. Кто такой там с бородой? Не могу понять. А это Ты мне тоже? О, ну за запечатлеть. Что лично он мне дарит. Вот так. здесь более молодой. какой есть. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович. Спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Спасибо. Вот шартан тут. Знаешь, что это национальное блюдо чувашское? Вот. Вот это вот сыр вообще пресное, а это вот сулугуни. Это сулугуни, это маздам. А на второй будет говядина с картошкой жаркой. За понимание и поддержку нашей совместной деятельности. Наша встреча будет достойным шагом вперед в работе по укреплению нашей дружбы. Искренне всегда ваш Лев Прокофьев. Всем по одной книге, но руководитель, хозяин имеет право на больше. Дорогой Леонид Ананьевич, спасибо большое за гостеприимство. На самом высоком духовно-нравственном уровне. Вы достойный сын марийского народа. Мы у вас будем учиться и приглашаем в гости Чувашскую республику. Вот так. Спасибо. Целое произведение. Это резюме. Спасибо. Так? Вот Чуваши, противоположный берег, вот он видит. Конечно же, да. Противоположный берег Волги. Марпасад отсюда видно. Я, как человек, посетивший десятки стран мира, могу сказать, где только не был, но лучше российского государства, лучше России, нашей земли я нигде никогда не видел. Спасибо вам. Вот объединяет нас. А по-марийски как? Давдавусь как? Как по-марийски? Спасибо как? Тау. 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 Ну, это вот
видите, впадение большой Кокшаги в Волгу. Один рукав идет маленький, большой рукав идет там за остров, еще третий рукав идет, еще один рукав идет туда в Волгу, четвертый. Это все и впадает вот. И вот сама Волга видна, она, видите, Чувашский правый берег. Марипосад, он далеко? Это вот там. Марпасад, вот видите, где это вот вышка стоит. Чуть ниже туда, ну 5 километров вверх по Волге Марпасад. А это вот сама уже Волга вот здесь. Это дальше. Волга, это Волга. Тот берег Волги дальний.